Короче, перешел ручей и резко в голове что-то, я не знаю, где я перешагнул просеку, так скажем. На 300 метров уже я в стороне. Ё-моё, пришлось навигатор включить. Я и смотрю, что-то лес такой интересный, сосны молодые. Так не должно быть. На обратном пути, может, по этому лесу будем возвращаться, но сейчас, в данный момент, на нашем пути должны быть крупные, большие, крупные сосны и болото. Вот это да, вот это что значит пасмурный день, без солнца, так быстро, моментально можно ориентир потерять. Сейчас осталось 205 метров, 204 до нашей просеки. Что-то реально сейчас у меня в голове произошло. Как я ручей переходил и остался на своем берегу. Как такое может быть? Сейчас вот по навигатору иду и обратно приходится переходить ручей. Вообще не понимаю. Пипец. Я и смотрю, что-то не то, блядь. Иду и... Так. Туда идет. Нам же за ручей надо вот сюда переходить. Нет. Что-то я не понимаю сегодня. Реально что-то я не понимаю, что происходит. Или голова не варит сегодня, или спутник не туда показывает. Полчаса уже, блядь, блуждаю. Фиг знает куда. Пошел. Так не должно быть. Ручей должен... За ручей я должен вот туда переходить. Вот сейчас я дойду до точки. И по-новому придется переходить ручей. А свои следы я потерял. Нет, это загадка. Это загадка. Я где ходил, у меня следов нету. Пипец. Так. Уверен, где-то вот тут, но оно будет. Так, зачесы. Фу-ху. Что происходит сегодня? Реально не понимаю. Так. Как же... Где же я? Так, подожди. Вот смотри, петля. Снова к петле пришли. Здесь мои следы есть. Должны быть. Вон они, следы мои. Так. Так. Не, надо мне разбираться. Что-то не то я. Не понимаю. Просто физически не понимаю, что происходит. Пипец. Я ориентир вообще потерял. Наконец-то нашел я. Вон он. Просека, по которой я шел. Но от просеки я влево повернул. И... Подожди. Влево.
Ни хрена не понимаю. Ни хрена. Лучше я тут перейду, вернее будет. Пипец. Здесь, наверное, я свою, как сказать, может, увижу еще следы. Чудеса и только. Вот это да. Такое первый раз. А, нет, бывало еще пару раз даже. Возле своего села. Но чтоб тут, когда я проходил несколько раз уже здесь. Пипец. Тут у меня зачесы вот для бурана переход. Фиг знает, что и думать. Да, чуть-чуть левее от тропинки, от просеки. Тут переход у меня для бурана. Все, сейчас уже точно разобрался. Где я был? Что было? Сейчас по-новому придется переходить вот этот ручей. Удивительно. Удивительная загадка для меня осталась. Я в избу приду, буду еще думать в голове, как я проходил, что... Ну, нет слов. Так, тут должен переход нормальный быть. Я и смотрю, что-то не туда я иду. Сбился с маршрута капитально. Ух ты, навалило-то. Так, ну да, тут перейдем. Третий раз уже перехожу. Еще придется четвертый раз переходить. Обратно по этой просеке будем еще возвращаться. Да, собака не знаю где. Давненько не вижу его. Капец. Если бы не навигатор, там пришлось еще мне блуждать. Что-то там молодой, сосны молодые, какие-то странные. Не должно так быть. Вот там я и засомневался. Пипец. Вот это да. Вот много ли надо, чтобы заблудиться? Элементарно. Элементарно заблудишься. Если снега нету там, без снега будешь кружить туда-сюда, следы свои не видишь. Если без навигатора, без компаса, обязательно, ребята, обязательно, хоть умеете, хоть не умеете, с собой берите компас, всегда. В тайгу без компаса лучше. Можно, блядь, на пяточке там заблудиться и будете по кругу ходить туда-сюда. Ну вот, все, сейчас все стало ясно. Я же говорил, тут крупный лес. Хорошее место. А собаки нету. Давненько уже нету. Не знаю, придет ли, куда он ушел вообще. Ну вот, ребят, первый привал. Собаки до сих пор нету, но она не придет. Я примерно 1,5 километра уже прошел. Ни слуха, ни духа. В прошлом году в этом месте тоже я его терял. Там, на Болохе потом он догнал нас. С Айдой еще мы шли. Это я возле ручья там петлял. Может, он там запутался, честно. Всякое может быть. Попью чай и дальше пойдем. Но если не придет, он самостоятельно пойдет к лодке. И там будет ждать. Я не уверен, что придет. Посмотрим. Это вообще сомнение у меня.
Глаза уже устали туда смотреть. И дичи ни хрена нету. Вообще ни одного взлета я еще не слышал. Что где-то кто-то поднимался, улетел. Следов никаких нету. Все засыпает. Спасибо подписчикам. Андрей, наверное, он, который выслал мне этот термос. Начал пользоваться. Между прочим, очень хорошая. Крышка хорошая. Очень хорошая. Плотно, жестко закрывается. А я, который термос дома брал, он крышка сразу, как бы, ну, резьба не выдержала. Этот хороший термос. Тепло держит. Может и к лучшему, если не придет. Все равно птица собака не терпит. Пусть лучше к лодке пойдет. За сучьями не видно. Не пробить. Блин. В воде хожу. Две штуки тут их. Ага. Сейчас пересел. Все равно за сучьями. Вообще не пробить. Перья-то остались. Перья остались, а птица улетела. Вижу его. Блин. Хреново. Но интересно. Вон он, оказывается, где. Выше был. Ну что, ребят, как всегда, первый промах. Касательно пуля прошла, непонятно, низом, может, что-то перья пошли вниз, а птица улетела. Как думаете, чья это нора? Вот одна, и там прошел уже. Вот тут еще он. Ну, куница влезет легко. Под бревном на туннель ихний.
И между прочим, в этом году уже штук 5 таких, наверное, нор я уже увидел. Видел-то есть. Вот. Лес идеальный, идеальный, но ни одной птицы. И, конечно, каждый год, надеюсь, тут прохожу, но ни разу тут никого еще не добывал. Не получается увидеть тут кого-то. Не любит эту тайгу глухарь. Это я уже начинаю понимать, потому что, ну блин, не знаю, сколько лет уже тут прохожу. В прошлом году проходил, вроде следы только видел, и еще куропатки поднимались, улетали. А так, чтобы, скажем, куда-то, где-то взлетел глухарь. Так что делаем выводы, и этот угол, думаю, уже не стоит лишний раз проходить. Я обычно там на болото, большое болото выхожу. Может, здесь круг еще дать. Тут еще не ходил никогда. Но тут пройду. Собаки нету. Иду один. Собака все. Или там он будет просто тупо лежать, где он потерял меня. Или пойдет к лодке. Другого варианта у меня нет. Но он меня не догнал. Пока. Но, думаю, и не догонит. Смотрите, кто пришел. Бездельник вернулся. Вы знаете, сколько он пропадал? Ё-моё. Так он долго ходил. Не знаю, где он был. Пиздец. Вот это да. Я уже сколько прошагал. И между прочим, как ни странно, в прошлом году я не дошел вот до того болота. Сейчас будем переходить. В прошлом году вот именно там тоже он догнал нас. Почему так? В прошлом году я так не петлял, я сразу прямо пошел туда. А сейчас вот и в эти места еще заходил. На здесь там какой-то начинается ручей, наверное, сыра, и я обхожу вот прям параллельно этому и иду. Ну, все. Я-то думал, он к лодке пошел, а нет. Смотри. Вернулся, догнал, нашел. Я не знаю, что еще добавить. Молодец. Вдвоем веселей. Снег вроде прекратился. Я перехожу болото. Это болото большое. Километра 4 или 6 даже. Здесь такое сужение. И, ну, с лесом. Конец примерно еще метров 700. Там край будет. А основное болото там широкое место, топкое. Это в ту сторону. Если целый день обходить, я не знаю, успеешь, нет. Очень большое болото, но и сырой обход там. Я тоже сейчас перейду и по максимуму буду круг такой вот еще. По максимуму, что возможно, буду бродить. Чтобы я устал и, как сказать, пока меня не тянуло вообще в тайгу, ни на охоту, ни на что. Да и сам по себе уже устал из-за эти недели. Набралось нормально так. Корка льда тут, как сказать, места вообще, ну, заморозки, видать, ночью были хорошие. К утру вот потеплело и снег пошел. Вот там сегодня я еще буду. Вот здесь слева так круг. И будем возвращаться. Там изба будет у Антона. Если не поленюсь, если успеем еще. Это в стороне, конечно, но, наверное, схожу. Хочется. Там в прошлом году тоже был. И в этом году хочется там побыть. Хорошая изба там. Вот так идем потихоньку. По болоту, сами понимаете, идти.
Бывают топкие болота. Тяжело. А это терпимо. И здесь самое узкое место, переход. Там, конечно, шире уже. А здесь хорошо. Эхо лесопункта. И вот древесина. Травишки кто-то заготавливал. Тут старые вырубки. Очень древняя вырубка уже. На 30 лет-то уж точно есть. И после этого сюда вырубать лес никто еще не заезжал. Ягелевые места, такие вот холмики. Сухо, хорошо. Ягель такой хороший тут. Ну, для оленей. Очень даже, вон, смотри, какой жирный ягель. Вот эти пеньки. Когда окопчик снега бухает, вальщики просто так поверх снега вот так вот пилили. Не знаю, в те времена. А так, подожди. Зачесы вон, смотри. По этим зачесам, наверное, пойду, куда-то приведут. В ту сторону дальше уже я вдоль этого шел. Как сказать, болото. Дальше не пойду, бесполезно. Вообще ничего нету. Ни следов, ни куницы, ни глухаря, ни куропатки, тетерева, кстати, никто. Никто еще не взлетел. И собака там где-то бродит. Тоже никого не поднимал. Короче, сейчас по навигатору я сейчас поставлю трек, наверное, и навигацию то есть. И пойду на избу у Антона. Там передохнем. Но примерно там 3-4 километра еще нам топать до избы. И от избы еще 7 километров, если по навигатору. 7 километров до нашей избы. Так что путь немалый еще у нас. А чтоб куда-то в сторону заворачивать там, повернуть не стоит. Нету никого. Тишина. Только дятел там туда-сюда кач-кач-кач делает и еще. С деревьев жестко начал снег таять. Прям ручьем все идет. На улице, видать, потеплело. Сейчас уже по навигатору. Ну, навигатор включил. Конечно, по максимуму влево еще такой полукругом иду. Такой идеальный тайга, идеальная. Крупные сосны, елка, сырое место. И я не знаю, почему птиц нету. Так не должно быть. Может, просто он взял и переход сделал отсюда. Корм для них, может, не такой. Но тут, в принципе, должна быть дичь. Как так? Лучше этих мест, я не знаю, поблизости нету. Там сырость. Странно, очень странно. Примерно 3200 остается до избы. Если напрямик, точно напрямик. Я-то хожу зигзагами. Сейчас еще левее там вроде как ручей, что ли. Собака давно уже не появлялась. Куда-то опять ушел. Тулан поднял 2 рябчиков. Перешли сырое место. Тут у охотника зачесы были, потом я потерял. Километр 470 остается до избы. Здесь более-менее уже места. Такие ельник и основное вот старую вырубку, сосновый лес. У нас все это позади. Там, конечно, чаще было.
проходили, но это уже прошли. Вон туланчик. Сегодня он, знаете, вот за это время, вот сколько сейчас времени, не знаю, надо посмотреть. 2 раза только ко мне подходил. Все время я его не видел. И вот сейчас на переходе он меня догнал. На переходе. Сейчас он вот тут рядом. Вообще активно сегодня. Что-то он вроде никого нету, но я его не вижу. Может где-то поблизости идет рядом, но не в поле зрения. Вот так вот. С разных мест поднялись косачи. Там одна на земле. Потом слева. Еще там слева было. Что-то в рассыпную они. Или они под елками просто сидят. Потому что кормежки следов я не видел нигде еще. Но она где-то под елками тупо сидят. Лай собака тоже не слышал. Может от меня. Вроде тихо иду. 3 штуки их было. Больше не видать. Выглянуло солнце. Ярко светит. Вон там уже крыша. Я уже вижу избу. Или это от амбара. Самое главное, дошли. Здесь отдохнем капитально. Отдохнем и еще топать нам 7-8 километров до своей избы. Примерно так. Амбар. На ножках, высокие ножки. Там изба. Здесь баня по-черному. Прошлый раз... О, это навигатор мой дает сигнал, что дошли.